ремонттон кийин ден соолугун чыңдыганы келем деп калат. Экинчи өмүр Федерация кабинетинен төрөгаты бир кездерде мамлекеттик кызматта 20-30 жылдап иштеп, бирок коррупциялык схемалардын айынан бир да жолу эс алууга жолдомо ала албаган Жыргалаң курортуна ремонттон кийин ден соолугун чыңдыганы келем дегендердин саны ого эле көбөйдү. Себеби эс алуучулар мурдагыдай тааныш билиш менен эмес, кадимки эле курорттун каттоо жайына келип тыйынын төлөп, жолдомо алып, иш ачык айкын жүрүп баштады. Анын үстүнө мурдагы эски корпустардын баары бузулуп, экиден эс алуучу жайы бар 37 жаңы коттедж курулган. Мындан сырткары 3 кабаттан турган 4 корпус конференции. Сердечно приветствую всех вас на 10-й Кыргызско-российской межрегиональной конференции в городе Джалалабад. Приятно, что это мероприятие проходит накануне официального визита президента Российской Федерации, уважаемого Владимира Владимировича Путина в Кыргызскую республику. Взаимодействие между регионами Кыргызской республики и Российской Федерации является неотъемлемой и одной из ключевых составляющих кыргызско-российских отношений. За прошедшие годы формат региональной конференции стал традиционным и доказал свою актуальность и востребованность. Мурунку берилген компанияга өзүңүздөр жакшы билесиздер ушул жерде. Прочным фундаментом, на котором мы строим наше совместное будущее, являются исторические вузы дружбы двух стран. Для укрепления отношений союзничества и стратегического партнерства между Кыргызстаном и Россией имеются крепкая основа и широкие перспективы. Мне доставляет огромное удовольствие сегодня присутствовать на торжественном мероприятии, посвященном 20-летнему юбилею открытия авиационной базы в городе Кант, и поздравить всех вас с этим знаковым событием в кыргызско-российских отношениях. Хочу выразить признательность Сергею Николаевичу Лебедеву, его лица всем его исполнителям Кыргызской за оказанное содействие в подготовке и проведении нашего заседания. Указом президента Российской Федерации за значительный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой, развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве, орденом почета награжден Жапаров Садыр Нургажоевич,
президент Кыргызской Республики. Указом президента Российской Федерации за значительный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой, развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве, орденом почета награжден Жапаров Садыр Нургажоевич, президент Кыргызской Республики. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены делегации, сердечно приветствую вас и членов российской делегации в городе Бишкек. Прежде всего, хотел бы отметить, что ваш визит имеет большой символический смысл, так как он совпал с 20-летием авиабазы «Кант» и 30-летием Кыргызско-Российского славянского университета. Президент Республики Азербайджан Алиев Ильхам Гейдарович. Президент Республики Беларусь Лукашенко Александр Григорьевич. Президент Республики Казахстан Токаев Касым-Жомарт Кемелевич.
Президент Республики Туркменистан Бердымухамедов Сергей Нурмагомедович. Президент Республики Узбекистан Мирзиёев Шавкат Миромонович. Президент Садыр Жапаровдун төрагалыгы астында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйыны болуп өттү. Жыйындын жүрүшүндө КМШга мүчө Для награждения мамлекеттердин лидерлери, приглашается президент Республики Узбекистан Мирзиёев Шавкат Миромонович. Совет глав государств Содружества независимых государств решил за вклад в развитие Содружества независимых государств, укрепление дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между государствами, участниками СНГ наградить почетным знаком Содружества независимых государств президента Республики Узбекистан Мирзиёева Шавката Миромоновича, председатель Совета глав государств Содружества независимых государств Садыр Джапаров. На самом деле, я хочу сказать, за последние годы мы на самом деле с Киргизстаном добились очень многое. Если говорить историю, 30 лет на себя никто не брал эти сложнейшие вопросы. И воля Садыр Нургаджаевича и воля президента Узбекистана, мы многие вопросы решили. Заслуживает особого внимания то, что благодаря политической воле уважаемого Шавката Миромоновича удалось завершить процесс делимитации государственных границ и добавить нашему сотрудничеству положительную динамику во всех сферах, придав импульс решению проблем, которые оставались открытыми в течение многих лет. Для решения стратегических задач в области экономики в июне этого года на Совете глав правительств СНГ в Сочи подписано соглашение о свободной торговле услугами, учреждении деятельности и осуществлении инвестиций. Хочу поблагодарить стороны экспертов и исполнительный комитет за проделанную работу в этом направлении. Считаю это соглашение очень важным, и нам приятно, что это случилось в период нашего председательства.
спасибо большое за возможность подробнее рассказать о приоритетах российского председательства в СНГ в следующем году. Подчеркну, Россия настроена на активную работу по дальнейшему укреплению авторитета СНГ как интеграционного объединения и развитию всестороннего сотрудничества в рамках Содружества на принципах взаимопонимания, доверия, равноправия и добрососедства. Прежде всего, это касается решения ключевых задач, направленных на повышение благосостояния и качества жизни граждан наших государств. Нами подготовлена концепция председательства, а также развернутый план мероприятий в экономической, правоохранительной, культурно-гуманитарной и некоторых других областях. Первоочередное внимание мы планируем уделить углублению экономической интеграции, включая взаимодействие в сферах цифровизации. Мы сегодня много говорили, и наш председатель сегодня говорил об этом отдельно. Энергетики, промышленной и аграрной кооперации, транспорта и связи, экологии и инноваций. Предложили бы вместе подумать над тем, как более эффективно обеспечить сопряжение интеграционных процессов на пространстве СНГ, в частности, укрепить контакты содружества с Евразес в экономической сфере и с ОДКБ и ШОС в области безопасности. С учетом того, что Россия в 2024 году председательствует в БРИКС, которая расширилась и в рамках которого в настоящее время вырабатываются критерии и принципы сотрудничества за государственными партнерами, будем проводить линию на укрепление взаимодействия государств-членов СНГ с этим объединением. И в целом, Россия, конечно же, будет и далее прилагать все усилия для развития контактов Содружества с дружественными государствами и международными организациями. В этой связи также приветствуем принимаемое сегодня решение об учреждении в СНГ статуса наблюдателя и партнера. В военной и правоохранительной сферах российское председательство сконцентрируется на совершенствовании механизмов совместного противодействия как новым, так и традиционным вызовам на укрепление внешних границ Содружества. Будем делать все необходимое для полноформатной реализации профильных программ СНГ, включая концепцию военного сотрудничества и программу укрепления погранбезопасности. Естественно, придаем большое значение работе с партнерами по тематике расширения культурно-гуманитарных связей, сотрудничество в сфере здравоохранения, науки, образования и спорта. Полагаем важным предпринять скоординированные шаги для сохранения памяти о нашем общем прошлом, противодействия попыткам фальсификации истории и героизации нацизма. В ходе председательства рассчитываем придать дополнительный импульс деятельности Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ. В том числе мы заинтересованы в активизации сотрудничества законодателей наших стран для формирования единого правового пространства, укрепления связей с парламентскими объединениями ОДКБ и других партнерских структур. Отмечу, что насыщенная программа председательства России в Содружестве включает в общей сложности порядка 150 самых разнообразных мероприятий. Главным из них, разумеется, станет очередной саммит СНГ, который мы намечаем провести 8 октября 2024 года в Москве. И, конечно, пользуясь случаем, хотел бы пригласить всех вас принять в нем участие. Подчеркну, что мы будем действовать в тесной координации с нынешним председателем Киргизии и будущим в 2025 году Таджикистаном. Будем стремиться обеспечить преемственность в реализации инициатив, выдвинутых в период киргизского председательства. И, конечно же, мы настроены взаимодействовать со всеми партнерами по СНГ, как в двухстороннем плане, так и в контексте нашего председательства. В заключение хотел бы еще раз поблагодарить председателя Совета глав государств, президента Киргизии и всех киргизских коллег, именно всех, потому что все работали очень активно за гостеприимство. Уверен, что результаты проделанной киргизским председательством работы
принимаемые на саммите решения и документы будут способствовать дальнейшему укреплению добрососедских отношений между нашими странами и процветанию народов Содружества. Еще раз большое спасибо. Уважаемые участники 6-го Центральноазиатского экспертного форума, дорогие гости и коллеги. Добро пожаловать на родину Манаса Великодушного, в страну белоснежных гор Алатау. Искренне рад встрече с вами в столице нашей страны. В работе форума принимают участие руководители и эксперты Института стратегических исследований государств Центральной Азии, главы и представители дипломатических миссий, аккредитованных в Бишкеке, представители независимых аналитических центров и средств массовой информации. А поскольку настоящее строится из будущего, сегодня мы все еще движемся по инерции, хватаемся за прошлое, пытаемся восстановить, как было. Но как было, уже не будет. Поэтому сегодня особенно велика и важна роль интеллектуалов, мыслителей, экспертов, которые должны продумывать и осмысливать, каким будет наше завтра. Со своей стороны я хочу особо отметить многолетнее и плодотворное сотрудничество между ООН и государствами Центральной Азии как на региональном, так и на страновом уровне. И это сотрудничество по широкому спектру актуальных для Центральной Азии вопросов будет и дальше способствовать укреплению регионального мира и безопасности в Центральной Азии. Кыргызстан придает особое значение развитию сотрудничества с нашими соседями, со странами Центральной Азии. Для нас важно формирование дружественного окружения, укрепление добрососедства на принципах взаимного уважения, суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ, равноправия, общей безопасности. Все эти приоритеты – это приоритет нашего государства в сфере внешней политики. Общим местом стало понимание, что объединенная Центральная Азия сделает сильное каждое государство в отдельности и добавит региону политической субъектности. Пока мы являемся свидетелями распада привычного миропорядка, крушения устоявшихся мифов, обострения конфликтов небывалой степени, что должно остаться присущим отдельным странам. Как быть единым и в то же время разным? Это лишь часть вопроса, по которому необходимо прийти к компромиссу, если мы хотим получить работающий региональный интеграционный проект. Ылдам интернет ыңгайлуу шарт, эң башкысы маалыматтар ачык жана жеткиликтүү. Чет өлкөдөн келген жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү үчүн атайын пресс-борбор уюштурулуп, Кыргызстан төрагалыгында өтүп жаткан саммитти дүйнө жүзүнө чалдыруу үчүн бардык шарт камсыздалган. Все на высшем уровне. Бул жакта абдан жакшы шарттар түзүлгөнүнө кубанып турабыз. Себеби мындай чоң иш-чараларда маалыматтарды тез арада берүүдө бир топ шарттарды талап кылат эмеспи. Ананда бүгүн аба ырайы жамгырлуу экенине карабастан чатырдын ичи жылуу жана бардык журналисттер ынтымакта иштеп жатышат. Деги эле Кыргызстан менен Азербайжан өлкөлөрү бир тууган мамлекеттер. Андыктан бул иш-чараны чагылдырып жатканыма кубанычтамын. Пресс-борбор бардык зарыл жабдуулар менен камсыздалган. ЖМК өкүлдөрү саммитти уюштурууда журналисттердин кызыкчылыктары эске алынганын канааттануу менен белгилешет. Xizmatimiz yuzasidan dunyoning turli mamlakatlaridagi xalqaro sammitlar. Журналисттер үчүн абдан жакшы шарттар түзүлүптүр. Компьютерлер, коюлган интернет үчүн тез ылдамдыктагы Wi-Fi иштеп жатат. Биз тиешелүү маалыматтарды өз убагында берип жатабыз. Бул биз үчүн абдан маанилүү. Өзбекстандан жоон топ журналисттер келди. Алардын баары эле мында түзүлгөн шарттарды интернеттин ылдамдыгын айтып, ыраазы болуп жатышат. Чет өлкөлүк журналисттер баса белгилегендей, КМШ саммити Кыргызстандын төрагалыгы астында жогорку деңгээлде уюштурулган. Бул өлкөнүн эл аралык аренадагы ордун дагы бир ирет тастыктайт. Мы, в общем-то, не первый раз
Биз Кыргызстанга биринчи ирет келген жокпуз. Буга чейин дагы ири эл аралык иш-чаралар болгондо келгенбиз. Кыргызстан уламдан улам өнүгүүдө. Бишкек бүгүнкү күндө дүйнөнүн көңүл борборунда болуп жатат. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин Бишкектеги саммитин 400гө жакын жергиликтүү жана чет элдик журналисттер чагылдырды. Саммитке 8 өлкөнүн медиа өкүлдөрү катышты. Бактыгүл Султанбек кызы, Тимур Сыдыгалиев, Ала Тоо 24.